Приветствую, друзья! Те, кто говорят, что комиксы канули в лету, привет им, ведь мы получили сразу два бомбических трейлера за одну неделю. Речь идет о введении во вселенную Доктора Дума и совершенно новой главе для Человека-паука. Устраивайтесь поудобнее и давайте разбираться, как Marvel собирается переплюнуть масштаб бесконечности и финала. Начнем с главного. После месяцев сливов, утечек и теорий, Marvel показала трейлер «Мстители. Судный день», который дал нам четко понять, что нас ожидает глобальный мультивселенский конфликт. Идея не новая и в комиксах появлялась неоднократно. В некоторых ситуациях Доктор Дум и даже Танос объединялись с супергероями против общего врага, пускай и на время. Однако тут нас ожидает новый взгляд на историю и внедрение каноничных Людей Икс и новой фантастической четверки, которые объединяются со Мстителями против Доктора Дума. И студия провернула самый безумный трюк десятилетия, ведь под маской главного злодея скрывается человек, с которого экранизация этой киновселенной и началась. Гений, миллиардер, филантроп Роберт Дауни-младший. Когда новость только прогремела, интернет раскололся пополам. Одни были в восторге, другие очень злились по понятным причинам. Но давайте проясним все раз и навсегда. Это не воскрешенный Тони Старк. Это новая роль Виктора фон Дума. В комиксах он один из величайших умов планеты, гениальный инженер, тиран и правитель некой Латверии. Если Танос хотел уполовинить вселенную ради баланса, то Дум хочет переписать саму реальность по своим правилам. Он опаснее, умнее и, чего таить греха, сильно амбициознее. Этот зверь опаснее всех Жибер. Если он сбежит, то потопит весь город в крови, прежде чем вы смените колесо. Впервые в рамках масштабного кроссовера в киновселенной появится фантастическая четверка во главе с другим величайшим умом и злейшим врагом Дума Ридом Ричардсом. Их ненависть друг к другу в комиксах длится уже полвека, и мы впервые за 20 лет увидим их противостояние на большом экране. Впервые за 20 лет, потому что фиаско 2015 года в расчет не берем. Ибо я, как и многие другие зрители, предпочел смотреть эту ленту спиной в солнцезащитных очках с выключенным звуком и вообще предпочитаю делать вид, что эта картина была снята исключительно для зрителей Марса. Да что ты, черт побери, такое несешь? Притом, после катастрофического провала фильма 2015 года, ранее провальная дилогия с Джессикой Альбой уже оказалась не такой уж и плохой. Не случись провал или не будь он таким громким, кроссовер с Людьми Икс произошел бы еще лет 10 назад. Но в 2025-м новая версия смогла более-менее окупиться, посему их добавят в новый капустник. Забавно и то, что Doomsday — это название последней серии второго сезона мультсериала «Фантастическая четверка», после чего шоу закрыли. Костюмы Людей Икс из комиксов и внедрение полноценного Гамбита — это отдельная приятная новость для фанатов комиксов и мультсериалов. И хотя Росомаха не заявлен для этого фильма, не исключено, что он дополнит легендарную команду в будущем. После вас, Монами. Да шевелись ты, на ужин опоздаем. Ты за мой язык не волнуйся. Тебя больше должно волновать это. Сначала сделаем дело. Куда хочу, туда и иду. Таким образом, вместе с Людьми Икс нас ждет, возможно, шикарная лента, в которой все-таки есть огромная зияющая дыра под названием «Где же Человек-паук?». Пример блестящей дедукции. Прямо Шерлок Холмс. Отсутствие Тома Холланда в материалах «Судного дня» буквально взорвало мозг фанатам, но спойлер, о Питере Паркере не забыли. События нового сольника о Человеке-пауке развернутся до событий новых Мстителей. В финале фильма «Нет пути домой» весь мир забыл Питера Паркера. У него нет денег и технологий Старка, нет друзей, а Мстители даже не знают о его существовании. Посему он начинает с абсолютного нуля
Именно поэтому новое название четвертого фильма «Человек-паук. Совершенно новый день». В этот раз нас ожидает суперзлодей Скорпион Дорогу Скорпиону! и антигерой с погонялом Каратель. Динамика противостояния молодого героя с моральным кодексом против жестокого мстителя, который не оставляет врагов живых, обещает быть весьма занимательной. Хотя не исключено, что они объединятся против общего врага. Кроме того, судя по трейлеру, в теле Питера Паркера произойдут определенные метаморфозы. В арке другой 2005 года, которая состоит из 12 комиксов, у Питера обнаружились проблемы со здоровьем. Ни Тони Старк, ни Рид Ричардс не смогли его вылечить. Уходящая в космос медицина Ваканды не смогла оказать помощи. Собственно, как и Брюс Бэннер, который знает о радиации все, но тут оказался бессильным. Судя по трейлеру, Халк появится и в фильме. Разводил руками в комиксе и всемогущий Доктор Стрэндж, который порекомендовал писать завещание. К середине арки Паук встречает своего не самого сильного противника и сливает бой. Когда в больнице тот собирается добить Питера, за него вписывается Мэри Джейн, и на остатках своих сил Питер входит в другой режим – настоящего паука. Правда, от усталости и полученных ранее ран таки встречает костлявую. Однако это оказывается только оболочка, ведь Питер переродился заново, хотя уже и не был таким же, как ранее. В конце концов, ему пришлось принять свою новую истинную сущность. Как все будет развиваться в этом фильме, мы узнаем уже в ближайшие недели. Приятно то, что Marvel наконец-то вернулась к долгосрочному планированию. Студия настолько уверена в своих силах, что уже анонсировала дату выхода следующей ленты. И Мстители: Секретные войны могут появиться на экране в декабре 2027 года. Хотя это весьма рискованный ход, так как декабрь – это период новогоднего кино, так что вполне возможно, что следующий фильм появится в сезон блокбастеров летом 2028 года. Для многих стало приятным сюрпризом, что на капитанский мостик франшизы вернулись братья Руссо. Учись у профи. Когда смотришь на всю эту картину целиком, складывается ощущение, что Marvel возвращает нам то самое чувство трепета, которое мы испытывали перед выходом финала и бесконечности. Да, у студии были неудачные проекты, да, они оступались, но сейчас они возвращают любимых актеров, возвращают лучших режиссеров и снова строят масштабную единую историю, где каждый фильм имеет значение. Киновселенная явно переживает свое перерождение. На сегодня это все, что мы хотели донести. Нам безумно будет интересно узнать ваше мнение в комментариях. Будем держать вас в курсе дальнейших новостей. Всем добра и до скорых встреч!